правильно варить, как правильно пожарить, как лучше нарезать и сколько добавить. Эти вопросы знакомы каждой хозяйке. И именно здесь, в этой уютной студии, я, Маргарита Макарова, и мои интереснейшие гости будем отшлифовывать свои кулинарные умения. Так как я только начинающая хозяйка, помогать будут не мне, а я буду помогать потрясающей Лидии Кондратьевой. Спасибо, Рита. Очень приятно оказаться в этой студии, в классной студии Food Life. И очень классно, что я первый гость. Лидия Кондратьева – владелец компании «Стиль Маркет», официальный представитель сети франшизных магазинов. Уже более 20 лет она и ее дружная команда предоставляют жителям нашей республики стильную, модную и яркую одежду известных мировых брендов, а также отвечающие всем современным тенденциям товары для дома. Лидия Васильевна еще и мамочка и любящая жена, которая просто обожает готовить. Вот вы одна из самых успешных бизнес-вумен Якутии. Как вы все успеваете? У вас столько проектов, столько всего, еще и готовить, и работать. Как у вас это все получается? Ой, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что, наверное, потому что я встаю очень рано. Я встаю где-то в 5:30, потому что мне нужно успеть с утра сделать очень много дел до работы, и в 10 я уже выезжаю. А когда день спорта, так я вообще выезжаю в 8 утра. Поэтому до 8 я должна успеть приготовить завтрак, обед, потому как у меня семья большая. 3 детей, правда, сын отдельно живет, старший сын, он женился, и мне кормить надо все равно детей своих мужа, поэтому я с утра все заранее делаю. Для этого нужно встать очень рано. А во сколько вы ложитесь спать? Я в основном ложусь в 10-10:30 вечера, потому что, это даже не я так хочу, а мой организм уже сам падаю и все. Это вы жаворонок, получается? Это я чистый жаворонок, мне повезло, потому что мне вставать легче, утро это мое время, а вечером я уже никакая, вся такая уже обмякшая, в общем, не такая хорошая вечером. Я вот истинная сова, я вот не могу так рано встать. Если я встану в 5:30, я пыталась ходить на пробежку, шла на пробежку в 5:30, потом приходила и спать ложилась. Вообще абсолютно ничего не получается. А мне даже иногда завидь на словом, потому что вечером они такие живые, энергичные. Вот пойдешь куда-нибудь на вечер, да, и все такие активные, а мне уже, я только сижу и думаю, ой, господи, добраться бы домой, поспать, в общем, какие-то такие уже вещи. На тусовке сразу видно сов. Да, я там уже такая неактивная, я все это пытаюсь как-то уже уйти так тихо, потому что мне очень хочется спать уже после 10-11, все вообще, мозг вырубается. Но вот сейчас тот период, когда наступила осень. Осенняя хандра, хочется залезть под одеялко, спрятаться и никуда не выходить. Вот вас она настигла. Какое залезть под одеялко? Смотрите, сколько чуда на рынке продается, сколько растет вокруг. И когда столько энергии, вот осень мне все-таки очень нравится, потому что она такая красочная, яркая, желтая, оранжевая, золотая. А идешь на рынок, и такой огромный выбор, я не знаю, мне вот хочется все время фантазировать, творить. И осенью именно вот хочется как-то, фантазия бурлит почему-то осенью. После нашей с вами встречи, мне кажется, я пересмотрю свое отношение к осени. Так, что же мы сегодня будем готовить? Основное наше блюдо, хозяйка нашего стола, это тыква. Так, да. Давайте-ка я ее... Про помидор говорят сеньор помидор, а про тыкву я не знаю, как к ней обращаться. Первая ассоциация – Золушка, Хэллоуин у нас. Золушка, это все. Хэллоуин. Вот это вот чудо, которое я очень люблю. Любите ли вы тыкву, как люблю его я? Нет, да? Я просто ни разу не пробовала тыкву. Вот вообще ни разу. Вот я для себя открыла тыкву лет, наверное, 5 назад, и с тех пор прямо влюбленная. Вот я жду осень только из-за того, что есть тыква. Шутка. Шучу, конечно. Она у меня ассоциируется, знаете, с Хэллоуином, там вот эти вот... С такими страшилками, страшилками, да, больше, потому что как-то вот мне немножко жутковато. Сейчас будем чистить, учиться ее. Вы поменяйте мнение, когда покушаем, съедим то, что сегодня сделаем. Мы будем готовить суп из тыквы. Раньше я делала, ее запекала в духовке, да, вот так вот срезала крышку, доставала все внутренности, пихала туда, всякое разное, да. А почему-то в последние годы, последнее время я делаю из него в основном суп, потому что, видимо, я пересмотрела свое питание, хочется легкое что-то, все такое прямо полезное. Так, для супа нам нужен
нужен лук репчатый. Так, вот он у нас есть Так, такой надо его уже красивенький. начать готовить, кстати. Так, давайте. Давайте, Маргарита, уже начинайте Так, его чистить. вот этот весь нам нужен будет, да? Скорее всего, 2 лука достаточно, вот таких вот. Вот они свежие, такие хорошенькие. Так, сейчас я буду резать лучок. Окей. Ну вот сейчас нужно готовить именно сезонные продукты, да, ведь? Потому что они очень полезные, низкокалорийные. Да, вот сейчас как раз то время, когда они прямо напитаны энергией, солнцем, все они такие свежие. Вот смотрите, какой цвет прямо яркий, оранжевый. Такой Красота. классный, уже настроение поднимается, потому что он такой оранжевый, веселый. Прямо Как сама осень. Да, у меня всегда в холодильнике тыква. Вот как только, даже зимой, оказывается, ее продают постоянно. Всегда она есть, кстати, в продаже. И зимой она у меня есть. А уж осенью, тем более, я прямо делаю запасы. Потому что у меня прямо в холодильнике должна быть обязательно тыква. Не знаю, как-то мне так А спокойно. как ее зимой вы замораживаете, Нет, да? она лежит в холодильнике. Я как-то пыталась ее при комнатной температуре хранить, но у меня не получилось, испортилась тыква. Поэтому она у меня лежит, ну, небольшая тыква, 1-2 лежат в холодильнике. Ну, правда, у меня 2 холодильника, во втором холодильнике, где лежат мои запасы. Так, а как вот нам лук порезать? Так, лук режем. Колечками или так вот? Ну, обычно ломтиками? я режу очень мелко, потому что у меня Да. дети особо не любят, когда ощущают вкус лука, поэтому мне нужно, чтобы он растворился. Ага, хорошо. Я иногда, знаете, даже в суп просто кладу, просто чищу, не нарезаю, а кладу и потом вынимаю. Даже тогда, чтобы придать Да, вкус просто аромат, супу. да, потому что у меня вот, не особо Я тоже даже любят. думаю, вот этого достаточно. Я не буду второй делать. У нас же будет. С возрастом вкусы меняются. Я вот раньше лук не любила, сейчас вот люблю пожарить, мне вот что-то нравится запах лука по дому. Я прямо обожаю запах лука, потому что, ну не знаю, мне кажется, лук придает любому блюду прямо такой классный вкус и какую-то прямо водянистость, не сухость вот эту вот, да, поэтому лук в моих блюдах, он просто обязателен. А вот моя невестка не любит лук, вот, допустим, я немножко даже удивилась, как это, лук как бы растворяется же, когда ты готовишь, и он, ну, не выделяется слишком на вкус. Какого продукта никогда, вот ни при каких условиях не будет в вашем холодильнике? Это вот у меня уже есть правила последних лет, видимо, потому что это уже влиянием, ну, в общем, последних наверняка тенденций в мире, не знаю, в общем, у меня точно не будет в холодильнике свинины, хотя я шашлык люблю. Но мой муж, допустим, абсолютно против свинины, поэтому мы свинину не покупаем, говядину тоже стараемся не покупать. И у нас нет в холодильнике уже молока. Ой, да вы что? Да, потому что я пытаюсь заменить молоко кокосовым молоком. Ну, в общем, мы ограничили. Как бы он иногда может появляться, но он тоже не завсегдатый нашего холодильника, нашего стола. Сейчас, наверное, бабушки возле экранов покачали головой, как это говядину не едят, как это молоко не пьют, что едят вообще. Да, вот даже сама удивляюсь, что мы там едим, но в основном едим, конечно, овощи, зимой это крупы. Ну, макароны дети просто обожают, макароны они едят, естественно, постоянно, кстати, раз в неделю обязательно макароны, хотя я особо не приветствую. А как вот зимой без говядины, без молока? Нет, у нас есть мясо, допустим. Рыбка, да, еще едите? Ну, рыба есть и оленина, в основном оленина. А где вот вы берете энергию? Я сама люблю ходить, ну не ходить сама, а с мужем мы любим по лесу ходить с утра, да, допустим, мне это дает огромную колоссальную энергию. Вот птички поют, солнце, лес такой классный, и как-то вот, я не знаю, энергия тоже появляется вот с утра, да, потом бежишь на работу. Что еще дает энергию? Хорошая музыка дает, хорошая йога дает энергию. И когда я что-то творю, мне тоже это доставляет огромную радость. И еще дает энергию какая-то цель. Я вот если вижу, что моя цель вот что-то там достичь, то это тоже дополнительная энергия для меня. И когда я тоже слышу у кого-то, вот моя мечта, там то-то, я тоже беру на заметку, говорю, ой, классная мечта, спасибо, что ты поделилась, потому что я тоже буду иметь в виду и запишу где-нибудь среди своих мечт, тоже мечту. И так бываю благодарна людям, которые имеют красивые, классные мечты, от которых я, допустим, даже не догадывалась, даже не думала об этом. Получается, вы копите мечты, да?
Я собираю мечты. Собираете мечты, коллекционируете, да, классно. Да, кто-то вот собирает там фишечки, там еще что-нибудь. А мы между тем уже на сковородку. Так, это у нас растительное масло. Чуть не сказала растительный лук. Растительное масло. А вот как вы относитесь к нему? Все-таки иногда многие хозяйки любят вот оливковым его заменить. А я вот где-то читала, что оливковое масло при термообработке теряет свои свойства, поэтому я не стала на этом зацикливаться и использую растительное. Опа. Нам нужна еще лопатка деревянная. Так, сейчас мы найдем лопаточку. Угу. Так, лопаточка у нас, наверное, где-то, скорее, здесь. Вот, да, все, вот у нас лопаточка. Мы нашли лопаточку. Я же только начинающая хозяйка, мне вот можно так вот немножко по кухне прогуляться, что-то там поискать. Это все простительно. Да, вы знаете, когда я сказала своему молодому человеку, что буду вести кулинарный проект, он так обрадовался. Я представляю. Да, но больше всего обрадовалась его мама. Супер, я бы тоже на месте свекрови тоже обрадовалась бы, если бы моя невестка тоже пошла бы на кулинарные какие-нибудь ведущие особенно, потому что куча людей, куча рецептов, да? Это же здорово. А как вы считаете, женщина должна готовить? Ну, само собой разумеется, женщина должна уметь готовить, потому что, ну, если у нее есть семья, дети, то это, конечно, обязательно, наверное, надо. Ну, хотя можно и на готовых, но не знаю. Женщина все-таки должна уметь готовить, уметь при этом творчески подходить к процессу готовки, потому что, мне кажется, кухня – это тоже такой творческий процесс. Здесь все исходит из того, что есть холодильники иногда, допустим. У меня так бывает. Открою холодильник, ага, вижу, лежит кабачок, ага, и тут же начинает работать фантазия. Значит, с этим кабачком сделаю то-то, то-то, либо баклажан, либо еще что-то. Вот по ходу пьесы все. Да, вот знаете, сейчас молодежь, ну вот мои ровесницы, девочки, они не любят забивать холодильник до отказа, потому что любят вот свежее, вот только приготовили, сразу съели. Ну, на неделю. Да, или да, да. На день берут. Ну, некоторые берут заморозки чаще всего. Сейчас очень модно, это зимой, да. Это актуально. Зимой, конечно, это актуально, а летом сейчас я вот раз в неделю езжу выходные, покупаю, на неделю мне хватает. За неделю ничего с ним не случается, стойкое с баклажаном, с кабачком. А как вот вы находите энергию готовить каждый день? Ну, у меня уже привычка. Я вот хочу, чтобы они правильно питались, поэтому я с утра делаю правильные блюда. Ну, чтобы они хоть немножко поели дома правильные блюда, а потом уже где угодно могут где-то чего-то покушать. Обычно они где-то по городу ходят, кафешки, там еще что-то, сидят, кушают. Ну, а дома они все-таки должны питаться правильно и с маминых рук, с маминой энергией, чтобы блюда были. Ну, правильно, да. Так, у нас тут вот уже лучок. Так, я уже вижу. Чуть-чуть. Да, мне кажется, надо масло добавить. Еще Может, надо. чуть-чуть. Как будто бы это не хватает. Чуть-чуть. Вот он, когда станет прозрачный, мы сейчас добавим тыковку. На очереди тыква. Так, отлично. Сейчас, наверное, бабушка смотрит, ой, ну как ты мешаешь, надо было вот так делать. А вы вот смотрите, следите, как невестка там готовит, например. Не, как-то я особо... Ну, я знаю, что она у меня очень хорошо готовит. Она вот недавно только приехала с учебы. Ее не было целый год, она заканчивала учебу. И вот я думаю, что скоро она нас пригласит, я надеюсь, на ужин или воскресный обед. Так что я в ожидании. Я знаю, что вы с мужем ежегодно куда-то обязательно только вдвоем без детей улетаете. Да. Как появилась эта традиция? Ну, она появилась как-то само собой, ну, не знаю, лет 5, наверное, мы уже ездим вдвоем только, потому что раз в год где-то с семьей, это после Нового года обычно, где-то вылетаем 3-4 января. При этом мы, когда раньше ездили на Новый год с семьей, нам вообще не понравилось встречать Новый год под пальмами, без Путина, без 12 кремлевских часов. Поэтому как-то показалось, что чего-то нам не хватило, и поэтому мы решили, окей, мы будем ездить на Новый год, но только это будет у нас после того, как мы встретим дома уже. У себя дома, в уюте в своем, да, в тепле в домашнем и со своими родными, близкими. А вы согласны вот с выражением, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Ну, отчасти наверняка, да, отчасти. Но сейчас я не знаю, насколько это актуально. Раньше это точно было актуально, а сейчас мужчины же не все предъявляют требования, чтобы женщина умела готовить. В принципе, если женщина слегка там умеет, уже хорошо. А так прямо, чтобы вау, ну не знаю.
насколько это сейчас актуально. А топ-3 продукта, наверное, которые вы вот прям обожаете? Ой, я прям обожаю творог, просто обожаю творог. Я, хотя говорю, что не пью молоко, но вот производные молока, творог, сыр, кефир, ну я не знаю, от них я не могу отказаться. Это просто, я не знаю, надо сделать над собой такое жесткое усилие, чтобы от них отказаться. И я прямо обожаю зелень, прямо я очень люблю зелень, прямо любую зелень. Я его готова есть, потому что наверняка я телец. Тельцу нужна трава. Это я вообще обожаю зелень. И что я еще люблю? Ну, в принципе, рыбу. Рыбу люблю, всяко разную рыбу. Угу. Так, у нас, кажется, тут Так, уже все. Теперь мы довели ее чуть-чуть до прозрачного состояния. Сейчас мы туда нашу тыкву добавляем и заливаем. Чуть-чуть дадим, чуть-чуть слегка впитаться маслу и зальем водой. И вот у нас почти готов суп. Да, у нас уже суп практически готов. Такой простой рецепт. Очень простой, абсолютно. И можно закрыть сейчас крышкой. Так, я вижу чтобы воду. потушить, да. И после того, как она впитала масло, ну, я уже практически. Так, и зальем водой. Жалко, что вот через камеру не передаются ароматы, да. Тут такие ароматы витают. Ароматы И осени. слегка посолить надо. Ну, это уже чуть-чуть. Даже еще добавим. Мы же хотим суп-пюре сделать. А потом надо будет это все в блендере, да? Да. И потом это все измельчим. Так, все. Вкусная, оранжевая, сочная, яркая, а самое главное – полезная. Тыкву действительно можно назвать настоящей осенней королевой и символом такого красивого времени года. А что еще нам о ней известно? Расскажу сейчас вам 5 интересных фактов. Первый. Раньше тыква считалась сырьем для изготовления лечебных средств, ведь она содержит много ценных и полезных веществ. Например, каротин в большом количестве, витамины группы В и С, калий, кальций, железо, магний и другие. Также в ней есть очень редкий витамин Т, отвечающий за свертываемость крови. Второй факт. Она имеет самый большой вес из всех известных культурных растений. Причем 73% это мякоть, а 10% семечки. Третий факт. Вкуснейшую и свежую тыкву можно купить, имейте в виду, только с августа по ноябрь, так как именно в этот период наступает сбор урожая. Будьте внимательны при ее покупке с местных рынков. Чем больше тыква, тем более волокнистой может быть ее мякоть. Поэтому брать надо плоды небольшого или среднего размера. Линии на ней должны быть прямыми, а плодоножка высохшей. Предпоследний факт. Родиной этого достаточно крупного растения считается Мексика. Но, тем не менее, оно непривередливо и может давать свои плоды почти везде. В Якутии она также прекрасно произрастает. И последнее. Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом. Ведь в ней нет крахмала, холестерина и трансжиров. В ней мало сахара, но зато много полезной для пищеварения клетчатки, благодаря которой снижается аппетит и нормализуется обмен веществ. Рецепты с тыквой существуют практически во всех кухнях мира. Из нее можно сделать супы, десерты, пюре для детского питания, каша и запекать с другими ингредиентами. Фантазия хозяйки ничем не ограничена. Осенью тыква просто обязательно должна быть на столе, чтобы радовать всю семью. Пока готовится у нас суп, мы начнем делать салат. О, давайте. Это у нас почти полноценный обед получается. Берем тарелку большую, потому что тут особо резать ничего не надо. А, да? Единственное, надо резать. Все у нас помыто, апельсины помыты, все здесь уже чистое, почти готовое. Надо грудку, это у нас грудка куриная. Мы ее разрежем на 2 части и поставим
вариться. Ну, куриная грудка, мне кажется, она прям вообще сейчас в топе продуктов. Ну да, она же низкокалорийная, потом все ПП питание на основе куриной грудки, поэтому куриная грудка – это самая актуальная тема на сегодняшний день. Так, мы чувствуем, что он уже на подходе. Ага, чуть-чуть еще. О, всё, Ага. чуть-чуть совсем осталось. Где-то минуты 5 минут где-то. Так, все, отлично. грудку ждем. И в это время, пока готовится грудка, мы подходим к нашей зелени. Здесь у нас микс салат, всякое разное. Зеленый салат, кресс-салат. Мы все это помыли уже. Убираем стебельки, потому что в стебельках не самое лучшее есть. Ага, стебелечки выкидываем. И все это миксуем. Микс. Я прямо обожаю, когда очень много зелени. Вот вы много путешествуете, да? А в какой стране кухня вам больше всего понравилась? И чем? Да, мне очень понравилась кухня в Италии. Да, в Италии мне очень, конечно же, как и всем, наверное, да, нравится итальянская кухня. Пицца, лазанья, спагетти разных видов. А пицца там вообще огромный выбор. Потом мне очень нравится все-таки кухня Юго-Восточной Азии. Я для себя тогда лет 7-8 назад открыла том-ям, и с тех пор прямо влюбленная до сих пор в суп том-ям. Я вообще прихожу в ресторан и оцениваю сам ресторан по тому, как они готовят том-ям. Если том-ям они не умеют готовить, значит, у меня уже есть сомнения к ресторану. Настолько я прямо люблю том-ям и знаю, какой он должен быть. Прямо я его обожаю, том-ям. И что еще? Мне еще очень нравится, вот я в Бурятии, манты, или не манты, как они называются? Бузы. Бузы. Вообще у них потрясающие бузы, просто потрясающие. Я не знаю, у них какое-то мясо такое прямо очень вкусное, то ли из-за этого, то ли что. Но бузы потрясающе вкусные. Ну, все достаточно. Так, у нас тут... Даже многовато. Да, давайте, тут у нас Так, вот супчик. так. Так, супчик. Ага. Мешать? Да. Силиконовые крышечки не очень удобны в использовании. По большому счету у нас, супчик практически готов. Вы знаете, какой аромат идет? Вообще суперский, просто божественный. А как красиво! Смотри, какой цвет Да, классный. оранжевый. Вот у Суперский меня сразу цвет. ассоциация с чем-то очень сочным, с апельсином, знаете, вот с чем-то таким. А у меня прям ассоциация с Италией. Почему-то мне кажется, что в Италии должны быть такие яркие, сочные краски. Особенно, когда едешь по Италии и поля подсолнуха, поля там, вообще цветные поля, желтые, красные, зеленые, вообще суперские. Вот как-то вот ассоциация с Италией у меня, например. Ну, там солнышко. Там всё так солнце, там красиво. тепло, красиво, там очень ярко. А самое необычное блюдо, которое вы пробовали? Ой, это я пробовала черепаший суп, когда мы были в Китае. Что-то муж захотел, и я даже не смогла его съесть. Он такой был не общинский. Ой, ну это да. прям какие-то экзотические, да, моменты. какая-то черепаха специальная для супов, видимо, ну, не знаю. В общем, на любителя. Вот, а так я сильно не пробую такие прямо вещи. Не люблю прямо такую экзотику. Вот у вас на статусе в социальных сетях написано «Мысли глобально, действуй локально». Да, почему именно эту фразу вы выбрали? Ой, меня эта фраза очень сильно зацепила. Мыслить о большом, мечтать о крупном. Ну, делай все равно то, что ты делаешь каждый день, то, что ты должен делать по своей должности, по работе, по душе. Вот все равно в итоге это приведет к какому-то глобальному. Потому что мелкими шажками ты можешь прийти к тому, чтобы осуществить свою огромную большую мечту. Посмотрите-ка на супчик, он Так, готов. я забыла туда добавить, кстати, чеснок. Но ничего страшного, мы можем его сейчас добавить, потому что чеснок, он нам добавит пикантности чуть-чуть. Его нужно совершенно немного, одну головку. Я прям обожаю чеснок. Ой, я Мы тоже вообще обожаю. любим чеснок. Да. Я могу добавить прям 3. Ну, тогда нам не страшно сегодня добавлять, потому что есть люди, которые не очень любят чеснок. Ну да. мы Так, можем. у нас тут, кажется, и куриное филе тоже готово. Куриное филе уже практически готовится, но не... Все, супчик уже готов, я смотрю. Все, надо его хорошенько перемешать. Ага. Выключаем. Он уже, да. Я думаю, что он готов. Так, пока куриная грудка у нас готовится, мы заправляем свой салат. Так, берем каперсы.
Я когда-нибудь пробовала каперсы? Нет, вообще ни разу Классная не вещь. Его можно использовать вместо соли. Просто его берем и сюда кидаем, потому что мы салат специально не солим. Я не люблю соленый салат. Вместо него я всегда использую либо соленый сыр, либо каперсы, либо и то, и то. Сегодня будет и то, потому что у нас такое настроение. Что в кухне лицо женщины? Лицо женщины? Да, ну вот, допустим, вы заходите в кухню, и чтобы оценить уровень хозяйки, вот куда вы посмотрите первым делом? Я, скорее всего, на что же я посмотрю, да? Надо прокалить. Я, скорее всего, посмотрю на уют. Почему-то, скорее всего, уютно ли в кухне, насколько мне здесь уютно, насколько энергетика хорошая, чтобы сидеть, оставаться, чай пить, ну не знаю, вот, скорее всего, на уют. Не на какие-то детали, а в целом такое ощущение, что я должна получить какую-то энергию, не знаю. Мне должно понравиться, короче. Некоторые говорят, что вот принято все-таки, что это плита. Ну, не знаю, я на плиту, в общем-то, внимания особо не обращаю. Не знаю. Вот нужно прокалить. Сейчас она начнет уже приходить в такое состояние коричневое. Нам надо не упустить этот момент. И в конце мы их добавим, уже украсим наш салат. Потому что кедровые орешки, они придают салату, особенно прокаленные вот такие, вот придают салату такой вкус интересный. Ну да, орешки это прям все у нас сегодня полезное получается. Да, низкокалорийное. Низкокалорийное, все полезное, для всех ППшек очень подходящее. Так, все, наверное, всё. да? Угу. Так, я тут по ходу разбираюсь. Все, Маргарита стала мастером индукционной плиты. Так, теперь мы его достаем. Достаем ложками. Ага, давайте. И нарежем. Давайте. Нарежем. Давай какую-то часть ты, какую-то Да, я. давайте. Давай. Угу. Все. А самое первое блюдо, которое вы приготовили? Ой, я даже Какое это было? помню, какое-то блюдо было. Ой, чуть-чуть, нет? Чуть-чуть еще О, надо его да. довести. Угу. Мгм. Самое первое блюдо, которое я приготовила, это был сметанный пирог. И на уроке труда нас учили готовить. Видимо, тогда, что ли, я научилась. В общем, сметанный пирог сделала. Хотела так маму обрадовать, сделала там такой пирог красивый. И это было мое коронное блюдо с 5 класса по 10. Я в течение 5 лет, короче, его только готовила. Орешки, кстати, у нас же орешки. Да, Так, все, он уже готов. Потому что Ты себе как быстро. Да, это очень быстро. Так, Вполне реально приготовить, оказывается, быстро, обед, Да, всё. да, это вообще супер быстро. Между тем я буду украшать наш салат вот такими полезностями, потому что это у нас финики, это у нас изюм, мы его предварительно замочили в кипятке, это у нас сушеная малина. Это все такое полезное, потому что я люблю немножко, когда с зеленью сочетается чуть-чуть сладковатый вкус сухофруктов. Ну, не знаю, мне, например, очень нравится. Это мой Некоторые лайфхак. вот грейпфрут мне нравится, когда вот с зеленью грейпфрут прям вообще. И вот у нас апельсин еще готовится, да. Да. Что-то такое цитрусовое, да, Да. ведь еще классно. И мы еще добавим, пока будем готовить, наш апельсин. Он у нас мытый. Мы его почистим. Я прям обожаю апельсин с зеленым салатом. Ну, апельсин легко заменяется хурмой зимой, легко заменяется мандарином. Еще если нет в холодильнике, допустим, апельсина, мандарина на тот день, если не оказалось, то можно заменить грушей, либо яблоками. Ну, я предварительно еще грушу могу пожарить. Осталось нам совсем немного. Предлагаю вернуться после рекламы. Мы уже готовую тыкву кладем в наш миксер и все это дело замиксуем. Мне хочется еще жидкость, потому что если мы чувствуем, что жидкости мало, мы можем добавить из чайника. Ну а так хочется вот эту жидкость. Ну да. Угу. Ой, давай я прихват одену, чтобы ее очень аккуратно. Смотрите, какие у меня прихваты. Мощные, большие. Все-таки пригодились. Да. Вот смотрите. Хопс. Ой, как Всё. красиво выглядит. Все. Прихваты снимаем. И ставим наш блендер на свое место. Превращается в однородную массу. Но если бы была картошка, то консистенция была бы еще круче. Но так как картошку мы не особо любим в нашей семье,
какие, смотрите, красивые тарелочки. Такие красивые. Все, мы наш супчик готовый разливаем по тарелкам. Красота. Мгм. И настроение поднимается. Смотрите, какой цвет классный вообще, суперский же, да? Оранжевый. Так, оранжевое чудо. И последний штрих к нашему супчику – это тыквенные семечки. Можно посыпать? О, Давай. давайте. Что Я это вообще так из них? Об- Вот так. Обожаю тыквенные семечки. Да, еще, если понимаешь, что это очень полезно, то супер. Вот. А вот какая польза у тыквы? Ну, то, что она очень полезная, всем и так известно, но то, что она перистальтику кишечного тракта усиливает и придает, ну и витамины, там витамины Е, В, насколько я помню. Короче, он концентрат всех витаминов, наверное, скажем так. Да, но Звучит. еще прям, когда, ну, худеешь, допустим, да, самое то. Да, когда худеешь, можно заменить, допустим, он полноценно заменить, может, вот этот суп может полноценно заменить обед, ужин, ну, не знаю, потому что очень можно хорошо насытиться вот такой тарелкой. Теперь, И прям еще мельче, да, прям? ага, и все. Ой, сколько Мгм. я блюд научусь готовить. Я даже представляю, сколько это будет блюд. Очень много, наверное, за весь сезон, да? Будем надеяться, классно. А вот какое для вас было самое волнительное блюдо в вашей жизни? Какое самое волнительное блюдо? Даже не знаю, даже не вспомню. Наверное, когда я приехала невесткой в дом своей свекровки. Ага. Наверное, я очень хотела понравиться. В то время я готовила цветы на палочках. Было очень модно делать такие вещи. Сухие. Ну, это обычные печенье, просто на палочках. Я сделала вот эти вот цветы на нашу свадьбу. Потом я делала какой-то пирог тоже, что-то, чтобы прямо... Ну, короче, что-то я там много готовила. И, в общем-то, вердикт был очень хороший. Сказали, повезло нашему сыну. Попалась нам невестка, которая умеет готовить. На свадьбу, кстати, я сама много чего приготовила. Да На ладно, свою вы еще свадьбу. платье выбирали, там еще что-то еще и готовили. Ну, платье особо выбирать даже не пришлось, потому что это было такое дефицитное время, 92-й год, когда вообще в магазинах абсолютно ничего не было. И о своей свадьбе я узнала только за месяц и срочно попросила свою подругу продать свое платье. И у нее хорошо, что сохранилось платье. Ничего себе, вот это интересно. Я бы, наверное, на свою свадьбу ничего бы не готовила. Я бы там вообще с ума сходила от Ну вот стресса. сейчас, да, сейчас в основном организации занимаются специальные команды обученные, поэтому делать свадьбу одно удовольствие. А раньше же такого не было, да, ведь? Раньше такого не было, раньше все сами. Муж у меня скамейки сам там мастерил, я декор делала, на столах я сделала из сосновых веток, их обклей, потом об пенопласт круглый, и в итоге, чтобы красивое получилось. В общем, декором занималась. Оказывается, я тогда уже была таким декоратором. Вот сейчас уже можно апельсин ложить. Красиво. Так, красиво как-нибудь, Красиво. да? Красиво мы его ложим. Ну, уж хаотично, как умеем. Угу. Положить. И делаем соус. Ой, еще соус будет. Да. Самое главное это соус в этом салате, потому что и в конце у нас будут орешки и сыр. Так, берем мед. Вот он мед. Еще мед. Ой, у нас Мгм. еще медик будет. Так, А как салат это называется? наверное, зеленый салат. Потому что, не Может, знаю. витаминный? или Может, как? витамины, может, Витамины, полезный салат. полезный, Ну, в да. общем, кто во что гораст. Берем горчицу. Вот она передо мной. Так, сюда же горчицу. Столько же, сколько меда. Давайте я вот это вот, оп, сюда. Угу. Даже многовато, что ли? Окей. Оливковое масло. Это салат самый такой известный всем хозяйкам. Можно заменить, конечно, нерафинированным маслом, можно терияки. А у нас вот такой вот будет соус сегодня. Смотрите, какая консистенция единая получилась. Похоже на кисло-сладкий. Кисло-сладкий соус, потому что я прямо люблю, когда вот кисло-сладкость. И вот так вот слегка вот так вот заливаем соусом нашим. Немного. Вот особенно на апельсинки пусть попадут.
Вот, ну, какая красота. Вообще супер. Так, Какой у нас красивый и стол. последнее, завершающее это блюдо. Это вот берем обычный сыр творожный. Я обычно брынзу люблю, но как-то я вчера не нашла брынзу, купила творожный сыр. Он тоже вполне подходит, потому что он соленый. Вы же помните, что у нас салат не соленый. Солоноватость будет за счет сыра. За счет сыра и за счет каперсов. Ой, короче, художественно бросаем сыром, а сыр мягкий. Поэтому видите как? Вот так. Мне нравится, когда вот такая вот творческая немножко суета. И завершающий штрих нашего супер салата – это наши орешки, которые мы прокалили. И они вот такие вот красивые. Сейчас мы их осыпать будем поверх нашего салата. И они придадут нашему салату супер вкус, супер красоту, даже воздушность, можно сказать, вот так вот. Оп-оп. И чем больше, тем лучше. Это белок, это растительный белок. Все, вот салат наш готов. Отлично. Блюдо номер 2. И сейчас мы готовим наш творожный десерт. Для этого нам понадобится, естественно, наш творог. Мой любимый творог, зернистый творог. Такой вот классный. Жирность здесь практически нулевая. Что-то 0,3, 0,2. Мы же пытаемся сидеть на ПП, поэтому на жирность смотрим. Да, после лета. Да, после лета. Я обычно, конечно, кто любит сметану, добавляет, но так как я пытаюсь детям дать еще кисломолочку, я им с утра делаю кефиром. И в наш творог мы чуть-чуть, буквально, лишь чисто так, для успокоения совести, добавляем сахар. Вот буквально просто чуть-чуть. Вот все. Ложка чайная есть? Нет, не знаю. Добавили. И все это дело мы миксуем миксером. Доводим до состояния прямо такого измельченного. Вот так, видите, она превращается в единую массу. Зернистый творог очень хорошо взбивается. И он становится таким пластичным. Главное, увидите, что самое главное в этом блюде. Так, я уже заинтригована. Да. Мы смиксовали наш творог, превратили его в единую массу. Теперь берем наши красивые рюмки. Вы только посмотрите. Да, вся красота этого блюда в его подаче, в его презентации. Утром, это у меня утренний творожный десерт. У меня дети обычно любят с утра кушать творог, и я его вот так вот подаю. Это я сегодня купила для передачи свежие ягоды, а так у меня идут замороженные малина в основном, замороженная клубника, замороженная черная смородина, красная смородина. В общем, все, что было во дворе, когда собрали урожай ягодный. Красота. Так, и теперь мы его украшаем вот ягодками. Так, ну, что уже? Да, Душа просит. Да, давайте. Импровизация. Да, Это и же целое клубнику творчество. чуть-чуть уберем, плодоножку вот эту вот. Свежих ягод туда закидаем, пусть будет красиво. А и почему для вас полезно. так важна подача? Я люблю, когда красиво. Я вот даже одна, когда делаю все так красиво, это у меня с детства. Я вспоминаю свое детство, когда я была маленькая, лет 10, наверное, да, было мне. Мы всегда играли в ресторан. У нас в Вилюйске не было ресторана, я думала, ресторан — это вообще мечта всей моей жизни, типа посетить, там сидеть. Я думала, наверное, в ресторане вот так вот подойти. Лично мечтала, фантазировала, и мы играли с сестренкой в ресторан. Я официант, либо она официант. В общем, вот с тех пор у меня вот прямо, что все должно быть красиво. Вот подача должна быть, самая главная подача. Ведь можно же даже невкусное блюдо так подать и презентовать, что в итоге все его сидят и скажут, ну, в принципе, было вкусно. Детям я использую карамель, обычную карамельный сироп, чуть-чуть с утра вместо сахара, потому что все равно не любят, когда сладко. А с мужем мы делаем с пекмезом. Пекмез — это вот у нас полезное из виноградных вытяжек. Он продается в любом магазине, где есть правильное питание. Он заменяет сахар. Вот так вот. Красиво. И даже у него аромат есть такой, прямо виноградный. Вот у нас мята. Смотрите, какая красивая мята. Это у нас тимьян. Я даже не знала, что тимьян может давать цветочки. И теперь мы украшаем мятой и листочками прямо задекорируем. Красота. Правда красиво? Так вот. А вот даже когда вы одна, вы себе прям украшаете. Да, мне очень нравится вот прямо сидеть за красивым столом, из красивого бокала, из красивой чашки. Там. Да. Это был у нас десерт.
Ну все. Так, а что я могла забыть? Смузи. Вот. Смузи, давайте. Прям у нас вообще сегодня красота. Сегодня, да, красота. Мы же, девочки, любим, когда полезно, вкусно и красиво, да? Поэтому я заменила молоко кокосовым молоком. Я его туда заливаю. Кокосовое молоко разбавляем водой. Угу. И кидаем туда. Это у нас замороженная малина. Она так выглядит, конечно, но Она вкусная. она вкусная, зато она полезная. Мы же знаем, что она полезная. Вот туда, ох. И вот эти вот ягодки, которые у нас остались, клубнику можно, чернику, давай туда закинем. Пусть будет для пущей полезности. И вот клубничку сюда. Все, нам понадобится 2 бокала. И на волшебном миксере все замиксовали. Наше смузи готово. Мы его переливаем в наши красивые бокалы. Понимаю, что это супер полезно, супер вкусно. Взрыв витаминов всевозможных. Какая красота. Ну вот, весь наш обед уже готов. Тут, пожалуйста, вам горячий супчик из тыквы, салат полезный, десерт и смузи. Завершаем все полезным смузи. Отлично, теперь не терпится все это попробовать. Ну что, предлагаю пойти к столу. Давайте. А сейчас наступает самый волнительный, финальный этап. Это сервировка. Научите меня, как нужно правильно это делать. Как делаю это я, да? Я на самом деле не знаю, может быть, всех правил, но просто я делаю так, как чувствую. Обязательно нам нужна вот такая вот салфетка под тарелки. Угу. Да. Если мы выбрали серебро, то, соответственно, у нас серебряные орудия труда. Да, приборы. Да, приборы. Угу. Так, теперь мы берем вот такие вот штучки красивые. Смотрите, кольцо. Почти. Я хочу такое большое кольцо. С бриллиантами шутка. Так. Нет, это намек, мне кажется. Нет, таких не бывает. И нашу салфетку, давайте его туда как-то красиво, ну не знаю, очень красиво попытаемся все это вот так вот, наверное. Ну, я обычно вот так делаю. Угу. Просто красиво. Можно вот так, можно с этой стороны. Давайте с этой стороны. Угу. Лишнее уберем. Вот. И любой стол, конечно же, украшает живые цветы, поэтому я сегодня купила живые цветы, попросила девушек, чтобы они мне принесли цветы. Пусть будет живое на столе. Ну, мы его красиво поставим потом, когда наши продукты станут. И несем наши тарелки, да? Давайте. Угу. Ой, какая красота! А если осознавать, что это все очень полезно, то просто настроение уже на высоте. Так, Ой, как здорово. Все-таки вкладываешь энергию, приятней есть, да ведь? Ага, давай вот так вот сбоку, с правой стороны. С правой стороны. Ага, вот. А это вот так тоже, рядышком. тоже рядышком. И Ага, вот все. десерт тоже также с правой стороны. Не забываем поставить рядом стакан с водой. И наш салат. Да, давайте цветочки тогда уберем. Как-нибудь поставим, чтобы и цветы попали. И... Ох, красота. Ну Операторы, захватите это, пожалуйста. Еще покажите нашим один телезрителям. нюанс. Смотрите, какой щипчик для салатика. Мы его, кстати, сюда положим, чтобы красиво захватывать наш салатик и ложить в тарелку. Да, все-таки эстетически красиво поесть. Это же так приятно. А какой цвет классный, цвет бирюзового моря. Я у вас сегодня научилась тому, что нужно копить мечты. Ух ты. Да, я тоже буду воровать теперь другие мечты. Ну ладно, не воровать, а перенимать. Брать на заметку. Да, брать на заметку. Да. И пополнять свой список. Второе. Обязательно нужно вставать рано.
для того, чтобы накрыть стол не только себе, но и всей семье, и на обед, на завтрак, и на ужин, и все успеваешь, если пораньше встаешь. И третий момент, обязательно получать наслаждение, да, от самого процесса. Да. А у вас вот есть какие-нибудь такие лайфхаки, которые вы всегда используете при готовке? Лайфхаки при готовке. На самом деле я я люблю готовить все, что быстро, все, что пятиминутка называется, да. Таких вот прямо лайфхаков, ну не знаю, я даже не могу вспомнить. Ну, значит, все получается всегда быстро. И сейчас я предлагаю нам присесть, и у меня для вас есть маленький сюрприз. Ух ты, супер. Так, и у меня, конечно же, есть к вам вопросики, которые я заготовила заранее. И ваша задача отвечать очень быстро, долго не думая, да, очень быстро, долго не думая, и прям вот надо будет вам продолжить фразу. Угу. Хорошо. Все, готовы? Да. Еда для меня это... Удовольствие. Я хочу, чтобы... Чтобы в мире было классно. Ой, что-то такое страшное сказала. Я никогда не буду... Я никогда не буду толстой. Когда я готовлю, то чувствую... То чувствую любовь. Самое главное в жизни... Это любовь. Успех – это когда... Успех – это когда ты доволен собой, главное. Когда что-то не получается, то я не расстраиваюсь. Обожаю в людях... Обожаю в людях открытость. Отлично! Все очень быстро ответили, все быстро, четко. Вот я хотела бы узнать, для вас готовка – это все-таки любовь, да, в первую очередь? Нет, готовка для меня в первую очередь это удовольствие, потому что я получаю удовольствие в процессе готовки, а не когда уже вкушаю. Когда сам идет процесс творения, там что-то придумываю на ходу, достаю из холодильника, вот это, смешиваю, там что-то получаю от этого удовольствие огромное. Так, я сейчас очень волнуюсь, потому что это мой первый тыквенный суп. Так, ну что же, начинаю пробовать. Ну как тебе, Рита? Тыквенный суп, приготовленный нами. Очень вкусно. И причем так просто. И быстро. Да, теперь это будет один из любимых моих супов. Супер, классно. Я даже рада, что это будет блюдо номер 1 у тебя. Мы же не солили, еще один момент. Ты чувствуешь, что нету соли? Я, если честно, не очень люблю солить, поэтому прям вот как раз, если, допустим, кто-то из наших телезрительниц любит солить, вы можете чуть побольше добавить соли. Ну да. Вот. А в нашем случае просто соли нету, а так можно по ходу дела посолить. Вот я поела, накормила Маргариту, и у меня появилось классное настроение, что я готова дальше делиться с вами, со зрителями. А давайте устроим конкурс. Так как сейчас уже осень, даров природы очень много, на огородах, на рынке, везде можно найти, можно все что угодно приготовить. И любая ваша фотография с тем, как вы что-то приготовили или какой-то урожай у себя на огороде вырастили. Ну, в общем, все, что касается огородных, урожайных дел, хэштег видите внизу, урожай стиль маркет. И все условия вы узнаете по этому хэштегу. Ждут вас замечательные призы. Ну что же, я предлагаю нам, конечно же, все сидят сейчас в Инстаграме, все будут постить фотографии. Я предлагаю нам тоже сделать фото нашего красивого стола. Давайте. Ой, красота. Вот правильно говорят, не сфотографируешь, не поешь. А давайте пробовать уже скорее все. Ну а давайте сейчас салат попробуем. Вот мы попробовали супчик. Ты же уже поняла, что суп классный, вкусный и полезный. Очень вкусный. А теперь вот шипчиками мы себе набираем на тарелку. Давай тарелку сюда, я тебя поухаживаю за тобой. Спасибо. Положим туда все, что есть на этой тарелке. Это наши сухофрукты. Вот, не хочет падать. Зелень, апельсинчик, сыр. Сверху сыр. Орешек попал же, да? Окей. Вот так вот. Художественно положили. Красота, красота. А вот я заходила к вам на Инстаграм-страничку. Вот я вот листаю ваши фотографии, листаю. И знаете, вот прям так позитивом от вас веет. Прям вот если у вас плохое настроение, заходите к Лидии Васильевне на страничку, посмотрите, там буквально несколько постов, и будет вам хорошее настроение на целый день. Как вы это делаете?
Как я это делаю? Я делаю это на самом деле по настроению. Если у меня есть хорошее настроение, вдруг мне хочется чем-то поделиться, то, что накопилось, я начинаю сразу, у меня слова просто вылетают и начинаю писать. А вот бывают моменты, когда вообще не хочется писать. Вот последние месяцы я точно что-то не идет и не пишется, и я не пишу. А вот когда меня прорвет, захочу, вот получается какой-то такой вот пост иногда. А вы только хорошим делитесь, да? Нет, ну бывает, особенно в сторис, я делюсь не только о хорошем, но какие-то моменты из жизни, там, ну, обыденные какие-то моменты, ну не знаю, так что там не совсем позитив, там все разное. А что делать вот человеку, если лень? Вот у вас бывает такое лень, грустно, ничего не хочется. Вот как себя заставить? Вот бывает такое, что лень, грустно, не хочется вставать, но вот прямо нужно заставить себя. Я себя просто заставляю. Я говорю, так, все, даю 5 минут, через 5 минут ты должна быть красивой, энергичной, готовой уже покорить этот мир, не знаю, спасать этот мир. Но, в общем, заставляю себя как-то вставать, потому как можно вот так вот целый день пролежать. А если вот себе дать установку, ну вот не надо, вот вставай и делай, вот как-то получается, не знаю. И я еще заметила, у вас любимая фраза на страничке – это словосочетание «смена декораций». Ой, да? Я даже не замечала. Вы практически везде пишете «смена декораций», обязательно смена декораций. И вот это так интересно, вы постоянно стараетесь ездить, выбираться куда-то. Я даже за этим словосочетанием что-то как-то не наблюдала за собой это словосочетание. Видимо, это у меня, уже по Фрейду, потому что я так люблю, когда, правда, все вокруг меняется. Я люблю, когда сама все что-то меняю, когда куда-то езжу, меняю атмосферу, среду. Люблю знакомиться с новыми людьми. В общем, что-то новое для меня всегда это вау. Поэтому я люблю, когда вот смена происходит. И даже сюда я пришла, потому что для меня это новое. Сидеть вот так вот, готовить перед зрителями, для меня тоже первый раз. Ну, волнительно, наверное. Волнительно, я прямо даже не знаю, получилось у меня, нет, но тем не менее, это те блюда, которые я готовлю, в принципе, эти блюда, которые я готовлю постоянно, поэтому я, в принципе, вот за эти блюда я спокойна, а что-то новое я бы, наверное, не смогла. Какой бы вы совет дали себе 20-летней? Какой бы я себе дала совет 20-летней? По поводу кухни или вообще про жизнь? Давайте по поводу кухни и вообще по поводу жизни. По поводу кухни я бы, наверное, дала совет: слишком не налегай на мучное, потому что я, конечно, очень много мучного ела в 20, 30, 40 лет. Это сейчас я контролирую себя. А по поводу жизни я бы, наверное, себе дала совет вообще ничего не бояться. Потому что вот страхи, они нас сдерживают во многих вещах, поэтому вообще ничего не надо бояться. Вот прямо нужно всегда говорить: да, я готов. Вот меня пригласили на эту передачу, хотя мне было страшно, но я сказала: да, я готова. Ну, как в фильме «Всегда говори да». В фильме всегда говорит да, потому что тот, кто говорит нет, он просто блокирует все свои успехи, неудачи, вернее, он блокирует свои успехи, удачи, и что-то хорошее к нему не придет. Поэтому всегда нужно быть открытым и готовым, и всегда нужно говорить да, 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 да. Я вот попробовала салатик, он безумно вкусный у нас получился. Соус тебе понравился? Очень понравился, он такой прям нежненький, Питался, нежненький, да. Сейчас я попробую. Угу. И куриное филе у нас тоже очень вкусно получилось. Давайте я предлагаю перейти к самому любимому, это к десерту. Вот Давайте, это я люблю, да. Давайте к десерту перейдем. Мне кажется, каждая девушка любит. А это у нас еще десерт такой, который абсолютно не вредит фигуре, правильно? Да, он абсолютно полезный. Там практически нет сахара. Там только все полезное. Это ягоды, это зелень и это творог. Давайте пробовать. Что, пробуем? Наш творожный десерт. У меня, кстати, попался с пекмезом, а у тебя с карамелью. Я не думала, что творог может быть таким вкусным. Я просто его не очень люблю, мне всегда казалось, что он такой немножечко безвкусный, а здесь он прям такой нежненький, вот вы с кефирчиком его перемешали, Да. и прям такой вкус потрясающий. Ну да, хозяйки могут, в принципе, вместо кефира положить сметану, сливки. Но в нашем случае это кефир. Пусть будет полезно утро, потому что это утреннее блюдо, в общем-то, в основном, скажем так. Я предлагаю сделать финальное наше с вами фото, оставить это на память, потому что вы первая гостья передачи «Готовим вкусно». Мы безумно рады, что вы к нам пришли. Надеюсь, что в будущем вы еще к нам обязательно придете. Да, конечно. Да, и мы что-нибудь еще приготовим вкусненькое. Да, я всегда отвечаю «да».
Надо, да, действительно отвечать «да», и как вот повернется, жизнь неизвестна. Давайте сделаем фотографию.